Селям алейкум. Привіт усім глядачам телеканалу АТР, які нас дивляться як у тимчасово окупованому Криму, так і в інших регіонах України, а також за кордоном, де в нас теж багато глядачів, і у тому числі і через це, але не лише через це. Я радий, що до нас долучився, і ми навіть домовилися про таку довготривалу співпрацю. Час від часу будемо. Ми ж за так регулярно запрошували пана Юрія Рашкіна. Привіт, пане Юрію. Привет, Айдер. Спасибо за приглашение. Слава Україні. Смерть ворогам. І ми домовилися з паном Юрієм, що він час від часу з якоюсь там періодичністю буде виходити до нас з інтерв'ю і пояснювати те, що відбувається у Сполучених Штатах, бо це дуже цікаво і часто картина подається нам викривленою, неточною. А я не маю сумнівів в тому, що мій сьогоднішній співрозмовник людина абсолютно неупереджена, і абсолютно щира, і любить Україну, і робить свою чесну роботу як блогер, і як, я нагадую, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин. Тобто ти ще й рокер, виявляється. Я абсолютно рокер, да. У нас округ Рок і ріка Рок, і от так ми рок-н-рол. Ну, нагадаю, що це не русський рок, а американський, і ми на зв'язку зі Сполученими Штатами зараз. Юрію, я перейду на трофейну мову, так тобі просто зручніше буде, хоча, я думаю, там десь за рік ти вивчиш українську і вже почнеш вільно говорити. Все ближе і ближе той день. Ну, я думаю, для лучшого розуміння спасибо. До речі, я певен, що в тебе предки з України. Так чи ні? Да, с папиной стороны, из Севастополя, аж 1850 какого-то года, родственник, который там осел после имперских завоеваний того периода, вот, и после этого сражался с фашистскими завоевателями следующего периода, и, в общем, потом переехал в Московию, его, так сказать, ближе ко Второй мировой войне, там другие города были, но вот я уже родился и вырос в Москве, так что вот такие у меня связи с Крымом. Интересные связи, неоднозначные, я бы сказал, связи с Крымом. Абсолютно неоднозначные, да. Но главное не то, что было, а то, что есть, и то, что мы на одной стороне, и на стороне правды. И спасибо тебе за поддержку Украины. Я всем, абсолютно всем рекомендую подписаться на канал Рашкин Репорт. Вот, потому что там действительно просто все первое. Вот все, что происходит в Америке, первым я узнаю с канала Рашкин Репорт и с фейсбук-страницы друга Юры и Игоря Айзенберга, да, который тоже регулярно появляется на канале АТР. Это просто для мене це перше джерело, да, первоисточник. Вот, но, спасибо за такую оценку, очень стараемся. Це честно абсолютно. И да, сейчас мы все-таки начнем уже беседу конкретно. Я хочу, прошлая неделя была очень насыщенной. И Рамштайн, и разговоры до, и разговоры после, и Германия преснопамятная, и другие страны, которые ведут себя совсем по-другому, да, и события в Соединенных Штатах Америки, которые только ты знаешь, какие важнее по отношению к Украине. Сделай такой ревью, небольшой обзор на сколько хочешь времени, анализируя вот последние события. И я так натекну немножко, вот я такую цитату прочитал, не знаю, ты видел ее или не видел, но это я прочитал у одного довольно известного украинского журналиста, я надеюсь, что это правда. А состоит она вот в чем, что буквально это было там сутки назад примерно по времени, корреспондент CNN подошел до президента Байдена и спросил, как вы относитесь к тому, что Германия заблокировала танки для Украины? Президент Байден ответил, Украина получит все необходимое ей оружие. Это перевожу с украинского. Ну, наверное, ты слышал эту цитату, это правда так, да? Ты знаешь, я не слышал именно эту цитату, но это абсолютно совпадает с политикой, которую мы видим из Белого дома. Это совпадает с политикой союзников. Да, мы видели такие интересные пертурбации с Германией на этой неделе, но поскольку тренд очень однозначный за то, чтобы подготовить Украину к наступлению, и то, чтобы Украина победила в этой войне, то остальное просто вопрос логистики, вопрос времени, вопрос определенного давления, чтобы политики поняли, что действительно уже пора,
так сказать, прошу к столу вскипело. Так что мы такую провели действительно очень интересную неделю, потому что было много обсуждений военной помощи, и вопрос был в основном, мне кажется, в деталях о том, ну, как бы важные детали, например, танки, например, F-16 или F-15, и вообще что есть, что можно. Это уже очень, как мы изменились за последний год, где мы были год назад, и какие у нас были рассуждения и обсуждения, и какие, например, медиаресурсы с нами были год назад, которых одних нет, а другие далече. И как этот год изменил всю ситуацию, и сколько работы в это вложил мясник Кремля, и сколько людей погибло за это понимание. Но мне кажется, что сейчас, и после Рамштайна это стало даже еще более очевидно, с бомбами малого диаметра, которые специально посылаются это вместе с этими БМП или БМВ, Брэдли. Понимаешь, я никогда не был большим специалистом по военному искусству, и вдруг начинаешь как-то разбираться, по крайней мере, доносить важные мысли, типа того, что вот эта технология разрушительная передается для того, чтобы уничтожить логистику. И в этом смысле я был очень рад, потому что у меня была возможность на этой неделе поговорить с генерал-лейтенантом США Беном Ходжесом, который, во-первых, очень четко и кратко объясняет, а во-вторых, отвечает как бы на любые вопросы с точки зрения генерала, который командовал с 2014 по 2018 год американскими войсками в Европе. И при этом сам как бы иногда не понимаешь, на какой вопрос наткнулся, потому что я его спросил, что он думает по поводу Будапештского меморандума. Генерал, так сказать, сглотнул и сказал, что мы не выполнили свои обещания. Я говорю, вы считаете Будапештский меморандум? Потому что некоторые люди по-разному на это смотрят. Я говорю, вы считаете это обещание? Он говорит, да. А потом мне один из зрителей говорит, надо было вы его еще очень нежно потрепали, потому что он же как раз был там и был во главе американских войск в этот момент, когда Когда нет. была оккупация Крыма, и когда Обама Да, молчал, не отвечал даже на имейлы, я знаю, ему из Киева слали, там пытались связаться, он просто отморозился, как говорят в определенных кругах, да, я просто ремарочку сделаю маленькую. И как раз Будапештский меморандум был нарушен. Понятно, что Бен Ходжес военный, и что он исполняет приказы, да, но тем не менее интересно действительно было бы знать его мнение как человека сейчас, на 2014 год, на оккупацию, которую вполне возможно можно было прервать, потому что мы помним, Путин прощупал, он как бандит, он же прощупает ситуацию, реакцию, и он заходил когда туда, да, они же говорили, это не мы, во-первых, а во-вторых, даже этот референдум фейковый они назначали на май, по-моему, а потом они поняли, что никакой реакции не будет, что никакой пятый флот там или какой-то Атлантический флот США не придет, не встанет по портам Крыма и не скажет, уходите вы и уходим мы, да, и ничего этого не сделано не было, то вот о чем говорит Будапештский меморандум, не выполнен, и действительно его дух нарушен, может быть буква не нарушена, но у закона есть еще дух, и англосаксы, прошу прощения, хорошо это знают, да, что такое дух закона, и вот тоже спроси, кстати, будут интервью, вот просто лично глядя в глаза, вот 14 год оккупации Крыма и такая реакция Запада, я думаю, что он может честно ответить, потому что он же исполнял приказы на самом деле, он не был вот инициативным именно лицом это и в тот есть. момент. Он действительно он исполнял приказы, потому что у меня появилось четкое ощущение, по крайней мере, из его ответа, что это не было его предпочтительным вариантом, так сказать. Он бы хотел что-то другое по этому поводу сделать, но этого не произошло, и он в этом смысле, мне кажется, всегда поражает и русскоязычную, да и англоязычную публику тем, что он не против признать ошибки. И он говорит, это было нашим провалом, ошибкой, Но то, вот что эта мы цена нарушили. сейчас, это цена же, которую Украина и мир, и Украина в первую очередь платит как раз за 2014 год, за Крым. И он про Крым, кстати, в этом интервью много говорил. Что самое главное про Крым ты подчеркнул? Может, я так тебя перебиваю, тогда все равно про Крым я задал бы вопрос вот из этого интервью. Но говори, что хотел на самом деле. Да нет, я не против в том смысле, что вопросы нужно задавать. И да, это был важный момент. И генерал говорит о том, что сейчас Крым может стать ловушкой. И это очень обнадеживает, потому что мы как бы все ищем пути, в отличие от русских войск, наиболее эффективного способа достижения победы. Не просто бросить пушечное мясо и таким образом задавить врага, забросать врага трупами своих В солдат. Украине даже дискурса такого нет. Никто даже об этом даже такое не произносит и в голове не держит на самом деле.
да. Ну, замечательно, потому что, когда мы говорим о том, чтобы уничтожить логистику врага, это на самом деле очень эффективный способ борьбы с врагом, потому что тогда, значит, Крым становится ловушкой, в которой сидят там до 70 тысяч русских солдат, как ты сказал, Ходжес. Поэтому там был интересный момент с Ходжесом, который прошу прощения, который меня как-то надо было развить на самом деле, потому что он сказал, я не понимаю, почему мы не передали Украине еще Абрамс танки. И я как-то думаю, ну как же, это же вроде бы большая экосистема, вот по этому поводу как раз на канале сейчас вышло видео, объясняет, почему это очень щепетильная система, эти танки Абрамс. Я вообще еще видел и переводил интервью генерала Петреуса пару месяцев назад, когда он говорил, что вообще не знаю, зачем мы так зациклились на этих Абрамсах. Это там истребительный двигатель, мотор, который пожирает безумное количество бензина, и непонятно, сколько эта машина может выдержать. Так что как бы специалисты сомневались всегда в том, что именно Абрамс – это решение проблем. Но я не знаю, возможно, из-за того, что Аркадий Бабченко так это ввел в культурный наш лексикон, что вот вершина – это Абрамс, а может, из других источников. Но сами американцы говорят, что, возможно, это не лучшее оружие. Мне это напоминает каком-то таком в нашей вселенной координат, когда у нас появляются новые лекарства и начинают рекламироваться, поговорите с вашим врачом про это лекарство. Возможно, это не то, что нужно с точки зрения врача, но маркетинг работает. Поэтому то, что мы слышим про Брэдли, опять же, тот же Ходжес говорил, что в другой статье, где его цитировали, что, кажется, Нью-Йорк Таймс или Вашингтон-Пост, одно из двух, то, что Брэдли нужны для того, чтобы уничтожить Крымский мост, Керченский там пролив. Так что есть план, по которому они все работают и который они выполняют. И то, что туда на данный момент не вошли танки, с одной стороны, это неправильно, и с этим нужно работать, а с другой стороны, учитывая, что Соединенные Штаты сейчас пытаются, чтобы Украина, видимо, так сказать, они хотят спланировать наступление с союзниками из Украины, а не торопиться в бой, но у них там какой-то свой план, над которым они работают, и, возможно, танки играют там какую-то определенную роль, и срочность поставления, это же не означает, что мы не продолжаем учить в это же время украинских солдат, как использовать все это оружие. Так что все это как бы развивается, и я думаю, что потому что меня сейчас приглашают на много разных каналов, и я рад рассказать, ну, как бы то, что происходит, и когда появляется такая негативная точка зрения, как-то это, мне кажется, играет только на руку Путину, потому что рассказывать о том, как нас бросили или американцы не дают достаточно помощи, а даже те 14 танков от Великобритании, которые поставляются, рассчитаны еще также на то, чтобы поддержать боевой дух украинцев, как на то, чтобы изменить ситуацию Но на я думаю, поле что, боя. Юр, извини за ремарку, я думаю, что таким образом, конечно, это моя чистая версия, просто, извини, пожалуйста, вот эти англосаксы, как их русские называют, они решили воспитывать Германию, которая, конечно, ведет себя совершенно неадекватно, у нее реально есть танки гораздо ближе, вот, и их много, и у других стран много, и Германия, они дают шанс Германии стать флагманом поддержки Украины, да, стать настоящим европейским лидером, и Франции, и так далее, и так далее. И они переминаются с ноги на ногу так бесстыдно, особенно на фоне маленькой Эстонии, которая отдает все вообще Украине, что у нее есть, да, отдает все гаубицы, потому что она понимает, что там война идет в Украине за Эстонию в том числе. А эти, значит, типа такие глуховатые старые европейские старушки, значит, вот эти, они типа делают вид, что не понимают. Может быть, идея, как твоя версия, идея Байдена именно в том, чтобы все-таки Германию наставить на путь истины, чтобы они там за спинами не сидели нигде и не ждали очереди, да, у двери, пройдите первым и так далее. И потом я читал вот на «Украинской правде», что, и это, конечно, это из американских, то ли Нью-Йорк Таймс, то ли Вашингтон Пост, не помню, что действительно поругались там Салливан еще с кем-то помощником вместе, поругались с помощником канцлера немецкого, потому что немцы, конечно, когда в Рамштайне это происходит, они ведут себя так. Мгм. Да, может быть, вот так это объясняется, что все-таки Америка хочет впрячь вот эту такую унылую кобылу старой Европы в авангард какой-то помощи Украине. Ты знаешь, я все-таки, так сказать, есть, конечно, место твоей точки зрения. Я просто вспоминаю, что я был в Германии пару раз, и последний раз в прошлом летом, и
поговорил с людьми, и просто насколько, мне кажется, во-первых, изменило сознание этой войны, этой страны, то, что там произошло в результате Второй мировой. Это просто, они и так были до этого как-то неуверенные, а тут вообще как-то то, что может произойти в результате с Россией, как результат проигрыша в этой войне, может как бы в Германии найти какие-то сравнения. Страна после такого поражения очень не хочет. Но вот даже Япония, которая пережила две ядерных Кстати бомбы, говоря, она же была да, союзницей собирается за Германии, да. удвоить свой военный бюджет на следующие 5 лет. Потому что понимают, ситуация меняется. Это уже не середина 20 века, и у нас новые угрозы, и нужно по этому поводу что-то Но делать. И вообще, Юр, да. вот класс с тобой разговаривать, так знаешь, как в пинг-понг. Вот ты упомянул об этом. Они все, знаешь, вот это на старую мозоль эту давят. Типа у них есть комплекс вины перед русскими. Я прошу прощения. Давайте географию откроем, атлас, карту примитивнейшую, да, самую простую карту, и посмотрим, на чьей территории шла Вторая мировая война. Во-первых, они развязали ее вместе с Советским Союзом, правопреемница которого нынешняя Россия. Вместе развязали Вторую мировую войну. То есть это уже соучастники. Ну хорошо, дальше у них какой-то комплекс вины развился, а комплекс вины развился именно перед русскими, перед Российской Федерацией, потому что вся война шла на территории Белоруссии и Украины, поэтому комплекс вины у них не перед белорусами и украинцами, а именно перед русскими. Это, мне кажется, очень интересно объясняется только долговременным плодотворным нефтегазовым сотрудничеством, которое они мечтают возродить при первой возможности. Вот и все. А больше ничем не объясняется, потому что логика это не объясняется. Вся война была на территории Украины. Территория Российской Федерации, правопреемница Советского Союза, соучастника войны, была оккупирована немцами, по-моему, процентов на 3 или на 5, может быть на 8. Нет, по-моему, я просто не поленюсь, зайду, посмотрю, но это же всего лишь там пара областей, грубо говоря, три области было захвачено, 4, я ж не помню, да, что частично или целиком. Поэтому несравнимо с Украиной и Белоруссией, которые были полностью, я уж про Польшу даже не говорю, так как она не постсоветская страна, извини. Не, ну тут надо отдать должное России в том смысле, что кто-то должен был поднять этот кровавый плащ Мгм. наследия от СССР и сказать, это наше, Мгм. это мы. И Кто они здесь очень оставил вот долго эту... пиарили это, и в том числе в Германии очень долго пиарили вот эту вину. Они этот комплекс вины у немцев именно перед собой расчесывали, а украинцы этим не занимались, потому что, ну, разные власти были в Украине и так далее. Про Беларусь я вообще молчу. А они это вот сопровождали бизнес и их дружбу постоянным напоминанием о том, типа, кто тут виноват. А во Второй мировой войне вообще Советский Союз виноват так же, как и Германия, на секундочку. Ну, это, кстати, часть того, в чем винят американских левых, в том, что они слишком зациклены на то, чтобы помочь жертве, и то, чтобы, если кто-то пострадавший, это очень важно. И тут вот Россия на этом, видимо, сыграла на использовании западных ценностей, ну и заодно дешевыми энергоносителями, как ты сказал. Так что, ну это опять же провал этой политики, потому что теперь эту заправку, маскирующуюся под страну, она это никому не нужно. Кто хочет быть покупателю заправки, который при этом грабит покупателей. Это Так, террористическая организация, уже всем да. очевидно. Вызнали они это официально, не вызнали, но всем же понятно. Ну. Лучше уже тогда на велосипеде. Тем более, что, как показала практика, Германия за 9 месяцев, по-моему, отказалась, и как-то никто там не умер, и как-то все живы, и никто не замерз, да. Ну, опять же, так сказать, перемена климата тоже, наверное, может в этом иметь какую-то... И тут я выражу свою поддержку Греты Тунберг просто для того, чтобы запутать всех наших зрителей. Но я, в принципе, поддерживаю людей, которые протестуют против того, что происходит, потому что надо что-то делать, друзья. И нужно, в принципе, уходить подальше от энергоносителей, переходить на возобновляемую энергию. Это, может быть, даже не следующая ступень, но это наше будущее, и к нему надо стремиться. Так что Германия приходит, и мы уже слышим, что Германия разрешила передачу танков от других стран, так что я думаю, эта ситуация разрешится. Понимаешь, у меня в прошлом была своя компания ипотечная, когда я помогал людям найти заемы на дома. Очень много узнал о том, как люди устроены в финансовом смысле. И очень часто, когда получаешь разрешение от банка, когда иногда смотришь, они хотят очень много разной документации, а иногда ничего не хотят. Когда ничего не хотят, понимаешь, что они уже согласны. А когда немного чего хотят, говоришь, вы хотите, чтобы если мы это сделали, вы тогда нам дадите этот заем, или вы хотите, чтобы мы от вас ушли?
Что вы тут пытаетесь добиться? И я думаю, что то, что мы видим в Европе сейчас, они пытаются добиться одного и того же результата. Как закончить и решить проблему Владимира Путина и российской агрессии. А вот там как уже на личном уровне это будет решаться и насколько это будет эффективно, вот это открытый вопрос. Но, по крайней мере, понимаешь, не нужно иметь дискуссию между тем, кто говорит, что нужно лечь под Путина, и те, кто говорят, нет, надо его бить. Нет, надо просто иметь дискуссию о том, как надо его бить. Бить сюда или туда, какое наступление более может оказаться более важным, в какой момент русские побегут. Как бы надо, это действительно важный вопрос. Но вот как раз Бен Ходжес, он же и говорил, насколько я понимаю в интервью, что настанет момент такой, и он примерно понятен даже как, он не буду это все пересказывать, да, пусть люди посмотрят сами, что в принципе Крым это географическая действительно ловушка. Из нее очень узкие неудобные выходы, вот, мост, который сегодня есть, завтра нет, и действительно эта группировка может оказаться просто никчемной, запертой там абсолютно как в котле. Вот. Да, да, и когда это говорит, понимаешь, когда это говорю я, но это выглядит как-то так интересно. Но это говорит американский генерал, который смотрел в середине интервью, его спросил, говорю, а где танки нужны, если вам нужны здесь такие бомбы, а вам танки вообще еще нужны? Он говорит, а как же, говорит, я всегда, говорит, с собой ношу карту Украины. В общем, так что человек абсолютно в теме, мы знаем и его. Мне поразило, насколько он в теме, потому что он обсуждал взаимоотношения между Кадыровым и Путиным и кадыровскими, как бы, его армией, и что там вышло распоряжение о том, что все солдаты должны быть выбриты в России. То есть он следит за этим Кроме всем. Это очень кадыровцев. Я думаю, да. кадыровцев не побреет никто. Да. Вот, да, так что генерал за всем этим сидит и выдает нам всю эту информацию, так что это классно, потому что действительно другой подход. Администрация Байдена решила, что можно лучше говорить людям об опасности, которая их ждет, вместо того, чтобы надеяться, что эту опасность можно избавиться от нее каким-то образом, и что будет лучше, если об этом не говорить. Это практически, я не знаю, философский подход, но тем не менее, даже когда Бернс летает в Киев и происходит какая-то встреча, мы думаем, секретный договорняк, Илларионов? И тут же нам докладывает из Вашингтон-Пост, что вот что обсудили новое российское наступление, хотя Ходжес сомневается в том, что это можно, что вообще русские способны на что-то на данный момент. Но у них как бы есть желание, но есть способности. Их способности и возможности все время уменьшаются. Но их желания от этого, видимо, не уменьшаются. Нет, но там же работает все по-другому. Знаешь, когда Крым оккупировали, я же прекрасно помню, да Путину это невыгодно, да зачем ему это нужно, да к чему? Да не мыслит он такими категориями. Вот сидит перед ним этот Герасимов, да, который есть и пошел, да, вот, и он ему скажет, двинь 300-тысячную группировку на Украину, я тебе сказал. И он даже побоится, мне кажется, сказать, что по болотам вот из Белоруссии нельзя, мы утонем, нас убьют, там, нам все разрушат. Он возьмет под козырек и отправит. В конце концов, он вояка. Он в любом случае ни за что не ответит, там, он так думает, по крайней мере, да. Вот, ну, хорошо, ну, хочет фюрер угрохать 200 тысяч, ну, давайте угрохаем, да. А скажи мне вот про Ходжеса, насколько он близок к нынешнему кабинету? Он же, насколько я понимаю, он же при демократах был, да? То есть он, в принципе, и, наверное, знакомый с Байденом, который вице-президентом был, неплохо. Насколько он близок к нынешней администрации, насколько он не то, что отражает их точку зрения, но насколько он, ну, не знаю, как это сказать, связан, не связан? Да, завязан. Ты знаешь, во-первых, насчет ожиданий. Я просто один раз посмотрел список Шиндлера, Шиндлер's List, и это навсегда запомнилось. Там, знаешь, когда евреев, они оказываются в какой-то тяжелой ситуации, Холокост и так далее, все время появляются люди, которые говорят, ну уж хуже-то быть не может. Но мы же такие нужные люди. Как же без нас? Мы такие, мы так много можем. Мы можем помочь этому рейху. Они, чтобы от нас избавиться, но это тупо. Так что такие голоса всегда были. А насчет того, кто такой Бен Ходжес, он, как сказать, он не вышел на пенсию, насколько я вижу, по старости. Поменялась администрация, поменялась политика. Я не знаю, если его, так сказать, увели дальше. Они там достаточно часто меняют глав, но в 2018 году мы знаем, кто был в Белом доме. Это был не Обама и не Байден, это был Трамп.
Поэтому человек, у которого были, возможно, слишком агрессивные взгляды на Россию, не имел смысла в такой администрации. А сейчас он живет в Германии, он живет в Франкфурте, и он очень тесно, мне кажется, участвует, я бы сказал, в генерации идей. Потому что он не участвует в тех секретных переговорах, в тех секретных заседаниях и встречах, которые участвуют те, кто сейчас на службе, но он, он там был. Поэтому такие люди, как он, которые ушли с честью, отслужив в своей стране, к таким людям прислушиваются. Такие люди могут всплыть как советник по национальной безопасности в будущей администрации или как министр обороны, потому что им нужно провести какое-то время на пенсии, кстати, пусть перед тем, как стать министром обороны. Так Но перед что тем, как уходит... перестать быть между тем, как военным быть и стать политиком, это разные ипостаси в Америке, как я понимаю. Да, у нас гражданское управление Министерством обороны, поэтому они все как бы должны быть на пенсии, но вопрос в том, как долго они ушли на пенсию, как быстро их можно А перевести слушай, на а такие... генерал Остин, он что, на пенсии? Он в военной форме же ходит, по-моему. Вот, да, он на пенсии, он должен быть на пенсии. Интересно. Вот, так что, да, так что он министр обороны, он не генерал Остин. Он был, так сказать, четырехзвездным генералом, если не ошибаюсь, но сейчас он гражданский, и на военную службу он уже не вернется. А что ты думаешь про встречу, ну вот ты упомянул уже про визит Бернса, главы ЦРУ, в Киев, где они обсуждали возможности, ну это, наверное, он просто разведданные, наверное, сообщал Зеленскому, там, ну очень узкому кругу людей, потому что они наблюдают за Россией, что они хотят, что у них в голове там крутится, судя по тому, как американцам удалось предсказать год назад, да, вот, они имеют источники, и источники это остаются рабочие, то есть вполне себе вероятно. Ну, плюс спутниковая разведка, плюс перехваты, плюс все остальное в комплексе. Я думаю, что Бернсу есть что рассказать Зеленскому и Залужному. Вот. И еще прошли переговоры впервые. Они встретились, по-моему, дней 10 или 2 недели назад в Польше, в неназванном месте, между Марком Милли, нынешним Ходжесом, вот, командующим, да, по-моему, в Нет, Европе. я пытаюсь сообразить, кто сейчас на месте Ходжеса, но А Милли, нет, он Милли все-таки выше. это объединенный комитет начальников штабов, это выше, да? Да, а Ходжес только Европой заведовал, но Да-да-да, тем не понял. менее, да. Но не важно, ну то есть еще более высокий уровень, то есть фактически главный американский военный именно, не министр, не чиновник, а именно военный, military officer, да, военный офицер, Да. да, и высший украинский, именно не министр, а военный офицер. Вот они говорили, я думаю, то они то же самое, в принципе, обсуждали, а что американская пресса писала по этой встрече, что-то Залужного СМИ. Да, и с Бернсом было две вещи, которые он хотел донести, насколько нам сообщили об этом, что, во-первых, то, что идет, собирается российское наступление, каким-то образом они это будут пытаться сделать. А второе, это то, что есть ограниченные сроки, в том смысле, что поддержка Украины среди американского народа, так сказать, мы за Украину. Но на политическом уровне мы видим, что это происходит как бы отделение, потому что есть крыло, которое не поддерживает, и оно никуда не пропадает. А в сегодняшнем Конгрессе они даже получили как бы ключевые позиции за свою поддержку спикера палаты. Поэтому нельзя как бы расслабляться, но нужно действовать по плану. И вот в этом параметре не слишком далеко ни в ту, ни в другую сторону, это, видимо, то, что пытаются сделать американцы, выдавая вот информацию Украине и пытаясь ее таким как бы не просто сказать «не делайте этого», а объяснить, что происходит, что мы знаем, и как бы создать, как бы таким образом оказаться на одной странице, и, надеюсь, прийти к одним и тем же выводам. И что-то похожее, я представляю, происходит между Милли и Залужным. Только надо еще отметить, что Милли более консервативный в этом смысле генерал, чем другие, потому что когда Ходжес говорит, что мы уже как бы в этом году Крым вернется в родную украинскую гавань, то Милли этого не говорит, он Но говорит о том, Милли, что извини, Милли официальное лицо. Как он может давать вот, такие экспертные прогнозы? Это просто поза его компетенции. Ну, это вне его возможностей на этом посту просто. Ну. вот. Более того, мне кажется, он занижает планку ожиданий, Так чтобы это мы тоже как бы не правильно надеялись. делает, потому что планировать надо по худшему сценарию. Это все очевидно, да? Ну, мне очевидно, например. И был бы Ходжес на его месте, я уверен, что то же самое было. Ну, как бы, да. Да, абсолютно, потому что тот, который не имеет секретного доступа, теперь может более свободно рассуждать о том, что происходит, по его мнению, но у него нет в обмен на самой последней информации. А в обмен на эту самую последнюю информацию и влияние
приходится говорить меньше, так сказать, и более осторожно, что и они оба выполняют свою роль, я согласен. Расскажи про Конгресс, да? Мы знаем, что там, конечно, это такая, ну, ситуация не очень типичная для Соединенных Штатов. Это вот, мне кажется, знаешь, такая последняя стадия ковида, вот этого трамповского, да, когда он действительно через свою вот эту мага-группу, да, вот это Make Russia Great Again, ну, Америка, простите, вот небольшая, да, 20 там или сколько человек, он реально просто выкрутил руки этому несчастному главе Палаты представителей, который вроде как и приличный человек, а вроде как и дребезжит, и ему тоже хочется войти в историю и пост получить там, хотя, ну, там, мы знаем всю эту историю, там, как они его фактически сделали заложником каждого своего следующего шага, вот, все равно поддержки сумме демократов и разумных республиканцев, немного, про них мы не говорим, ее хватает и будет хватать для поддержки Украины, потому что, вот, по-моему, это на финансовый год рассчитано вот до сентября, да, когда там в Америке начинается, и потом снова будет голосование вот уже в этом Конгрессе, да, уже с этой палаты представителей, ну, Сенат, правда, остался за демократами. Да, ты, в принципе, все правильно описал. Я добавлю к этому, опять же, возвращаясь к Ходжесу, которого я спросил тот же вопрос, думаю, ну и что будет? Есть ли какое-то давление на Украину с точки зрения того, что вот сроки поджимают? Он говорит, вы знаете, у нас есть маргиналы и слева, и справа. Но я считаю, что большинство людей поддерживает Украину, большинство политиков понимают, как это важно для нашей национальной безопасности. Тут я с интересом был визит 3 сенаторов, 2 демократов и 1 республиканца. При этом республиканец известен как бесхребетный. Он был как в начале был другом Джона Маккейна, и все как бы договорили, вот какая, значит, сделай себя приличного человека, Линдзи Грэм, стал другом Маккейна, вот они теперь вместе, у них военное прошлое, Линдзи Грэм был военным прокурором, так что хорошо. А потом Линдзи Грэм, когда не стало Маккейна, так хорошо подстелился под Дональда Трампа, что люди как-то даже поразились его гибкости. А тут он, значит, теперь встал на сторону защиты Украины и вместе с 2 демократическими сенаторами прилетел и говорит очень, я бы сказал, агрессивные вещи по поводу поддержки Украины. Сказал, что мы не имеем права потерять Украину, потому что если мы теряем Украину, то мы теряем Тайвань, то все, прощайтесь с Тайванем. То есть он как бы вызывает на то, что нужно увидеть более большую картинку, что он абсолютно прав. И опять же, Украина – это выражение нашего состояния нашей национальной безопасности, потому что если Китай видит, что происходит с Украиной, то, значит, Китай может позариться все на Тайвань, куда, кстати, сейчас собирается поехать спикер Маккарти. Он теперь решил, значит, теперь он в это решил залезть. Путем Пелоси идет, да? Да, путем Путем Пелоси по Нэнси, да. стопам. Вот, по протоптанной тропинке. Идет на Тайвань показать, какой он крутой. А с другой стороны, тот же Линдзи Грэм сказал, что если мы не поддержим Украину, то все, что мы сказали после Второй мировой войны, было шуткой. Так что очень такие, я бы сказал, мощные И он и про заявления танки от сказал, и про республиканца. самолеты сказал, он, по-моему, и про танки он сказал, что хватит уже, типа, надо отдать все, что нужно. Но и надеюсь, что процесс именно в этом направлении идет, и что все-таки, и дальше еще я что скажу, вот много раз и до тотального вторжения, и после, много раз Путин-ферштейры в разных странах мира пытались как-то про переговоры говорить, про что-то смягчить, не загонять там в угол, типа что-то еще, но как только эти разговоры начинали звучать выше определенного уровня децибелов, Путин что-нибудь такое творил. И вот сотворил он последнее, не последнее, но последнее по времени, это теракт в Днепре, который, наверное, живо напомнил американцам про людей. Понятно, что масштаб другой, да, по количеству людей, но масштабы всей войны больше у нас, да. Ну как вот просто вот Манхэттен и вот эти башни-близнецы с террористами, да. И вот террористы, только не самолетом, а ракетой запустили в жилой дом. Это какой резонанс имело в американском обществе, скажем? Ты знаешь, очень большой, потому что на самом деле, да, ты, конечно, прав, и погибших и потерянных за эту войну намного больше, чем погибло от одной атаки, но действительно много людей погибло при одной атаке. Это действительно катастрофа, потому что часть западных ценностей – это ценить человеческую жизнь. И потери стольких людей и таким варварским образом
это все то, что усложняет задачу для Путин-ферштейеров, потому что, ну, когда этот кровавый дракон терроризирует, и вот уже пламя из его вот уже... Кто ему будет говорить, кто будет за него заступаться? Это выглядит странно. То же самое, что, я не знаю, замечательная вот эта история про русскую культуру. Будет всему место, но сейчас, сейчас не место. Поэтому сейчас не место защищать Владимира Путина, и тяжело это делать даже его, как сказать, практически платным адвокатам, которые представляют его интересы. Илон Маск, вот тебе замечательный пример Путин-ферштейера. Да. Никто не терял так много денег за историю мира, как Илон Маск, который потерял теперь $200 миллиардов. На Это вот чем его же он потерял, скажи мне, пожалуйста? он это потерял частично на своей тупой позиции по поводу Путина, А я тебе и частично скажу, на своей что тупой позиции по да. поводу Твиттера. Но спасибо, что ты вспомнил про него. Я, честно говоря, потерял к нему интерес. Но я скажу маленькую вещь, что он, лично Илон Маск, ему можно это написать в Твиттере, просто закинуть, что его изобретение в виде Старлинка, оно вообще-то в цивилизованных, спокойных, в мирных странах, да, вот где есть связь, есть стабильно работает интернет и так далее, он просто не окупается за такую сумму в месяц, никто платить не будет. Это стоит в 3 раза дешевле подключить кабель и спокойно получать высокоскоростной интернет, да, и зачем эти тарелки ставить и все, да. То есть это чисто история, которой он на Украине поднял огромные деньги, я думаю, с этими старлинками, с абонплатой и так далее, потому что их десятки тысяч, и в Украине правда нужны. И они вот действительно тут необходимы сейчас, потому что на фронте нет кабельных сетей там и плохо работает сотовая связь. Но если бы не, прошу прощения, есть люди, которые на этой войне поднимаются в том числе. И этот проект был не очень удачный с бизнес точки зрения для широкого потребителя. А сейчас он получил, но он получает большие деньги за это, например. Это часть этого, но с другой стороны, так технологии становятся более дешевыми. Вначале за них платит государство, потом, когда они становятся окупаемыми, их хватает частный рынок и бежит. Но просто это надо понимать как часть того, что является, видимо, Илон Маск. Это не просто какой-то крутой гений, который сам себя за свои собственные шнурки вынул из болота и сделал себя, чем он есть. А это человек, который оказался достаточно умный человек, который оказывался в разных бизнес-проектах в нужное время и многого добился. Это прекрасно. Но это не означает того, что он теперь может давать нам какие-то советы, которым нужно прислушиваться, потому что он такой крутой. Ну, хорошо, это интересное мнение, но, видимо, люди настолько не согласны с его бизнес-акюменом сейчас, что Твиттер, который он купил там за 44 миллиарда, кто там, так сказать, люди постепенно оттуда начинают уходить, Тесла теряет безумные деньги. Сейчас вообще у меня была мечта иметь Теслу в какой-то момент, сейчас как-то уже даже как-то неприлично как-то Ты знаешь, появиться. да, да, я слышу не первый раз, и в Украине тоже слышал. И вообще, ты знаешь, есть такое выражение шикарное. Дурак– это человек не на своем месте. Это не обязательно физически глупый человек. Это человек, который занимается не своим делом, влезет не в свою компетенцию. Вот что его там стимулирует, я не знаю. Может, планы на дальнейшее сотрудничество с русскими, может, русская космонавтика, как нам там рассказывают. Совершенно неинтересно, да? Но человек, вот очевидно, не петрит в этом ничего. Но при этом, а сейчас по Крыму советы дает опять, тоже мне планировщик. Ты вообще знал, что такое Крым-то, в принципе, и где это находится, чувак? Ну, так, по-честному. Да, и Генри Киссинджер стареет, в ад его, видимо, так сказать, не хотят, но ему там уже сколько, хорошо за 90 нужен новый Ферштейр, который еще не полностью выглядит, как меня назвал Дугин, ангажированным. О, тебя Дугин заметил, да ты шо? Да, я оказался с ним на одной телепанели один раз. После того, как я с Серьезно? ним поговорил, меня больше туда не приглашали. Ну, it's okay. Вот. Но это было на азербайджанском телевидении, представь себе. Так что он меня назвал ангажированным. Я говорю, я ангажированный? Интересно. Вот. Так что есть, конечно, Путин Ферштейра, но им тяжело защищать Путина при такой игре. Хотел у тебя спросить еще про ситуацию с ЧВК Вагнера. Вот правильно я это вижу или неправильно? В Америке запущен процесс, или на какой стадии он, я просто не знаю, признание этой организации преступной. Ну, как мафии какой-то, да, мафиозные наркокартели какие-нибудь, я не знаю, как в Америке это все процедура происходит, но на уровне американского государства признать эту компанию преступной. Что из этого следует? Из этого следует, что государства или компании, которые сотрудничают так или иначе с ЧВК «Вагнер», подпадают под санкции
как спонсоры криминала, там, преступности и так далее. Вот что можешь по этому поводу сказать? Ну, как тебе сказать, насколько я понимаю, это вроде бы уже, да, это уже 2 дня назад, что Соединенные Штаты приняли санкции против группы Вагнера. А тут все ситуация развивается так быстро, что нужно просто следить, когда, если уже это обсуждается или это уже принято. И, как сказать, два момента для меня. Во-первых, вот эта дезигнация, это, конечно, приятно, душу греет и помогает с определенными санкциями финансовыми, но то, что они делают, намного хуже, чем, так сказать, обозначение их террористической организации, к сожалению, не решает проблему под названием ЧВК «Вагнер». И вообще мы видим то, что в России сейчас, видимо, бум на эти частные армии. Так и нет, ну смотри, я так думаю, что они на что рассчитывают. Вот, например, ну возьмем условный Китай или какую-нибудь страну, любую, без названия, да, у которой просто есть там оружие советского образца, и его много, оно лежит там где-то, да, и оно не входит в Рамштайн, как бы мы ни при чем. России стрёмно продавать напрямую, ну если это не Иран какой-нибудь, хотя они тоже отрицают все, но все понимают, да. Вот. Ну, Китаю стрёмно продавать, там еще кому-то стрёмно, кто не под санкциями американскими находится, да. А ЧВК Вагнера недавно информацию увидел, что они в КНДР, ну КНДР это не показатель, понятно, это такая, опять же, это такая рука Китая, да, сбоку засунутая. Это же сателлит Китая очевидный, КНДР, да. Они, значит, оттуда везли американская разведка, спутники, посмотреть, что контейнеры, возможно, со снарядами и ракетами из КНДР закупает ЧВК Вагнер, типа не российская армия. Хотя на самом деле это же все аватары одного и того же. То есть нет в России никаких ни частных телекомпаний там с каким-то капиталом, там Газпромовским, или это все гибридно. Вот как я разговариваю на эту тему, я говорю, это просто аватары одного монстра, государственного мафиозного монстра Путин. Путин Corporation, там, я не знаю, как его можно назвать, да? Вот, и, может быть, этим американцы хотят обрубить вот такие контакты, то есть такого гибридной закупки оружия, например. Да, в этом смысле, как бы, ну, просто закончив мой ответ, что в этой войне, и поскольку она гибридная, то приходится сражаться не только новыми поставками оружия, но и новыми санкциями, потому что возникают новые проблемы, которых не было год назад, с которыми нужно сейчас бороться. Поэтому новые санкции будут все время нужны, потому что будут искать новые способы, как получить оружие, как перевести финансирование, как все это оформить. Потому что ты прав, да, у нас есть информация, которая вот в общественном уже доступе о том, что корейцы, севернокорейцы поставляют оружие ЧВК «Вагнер», а если Севера Корея – это Китай, а ЧВК «Вагнер» – это Кремль, то, значит, нужно опять обрубать этот кустик, который пытается тут вырасти у нас. Так что с этими сорняками приходится все время бороться. Ну, понятно. Нет, санкции всегда, то есть мир очень глобален, очень хитроумно устроен, очень куча разных посредников, которые хотят наживаться на войне. Не будем называть, даже некоторые страны прекрасно наживаются на нашей войне, даже некоторые соседние страны, которые делают вид, что они типа там двумя руками гребут и нам продают, и как бы у них покупают, все нормально, как бы, да. Вот. Но вот каким ты видишь, например, ну, исходя из твоих бесед вот с такими людьми, как Ходжес и так далее, каким ты видишь стратегические планы администрации Байдена? Срок Байдена, понятно, что заканчивается в 2024 году осенью, но не осенью, это в январе будет 2025 года, да, по-моему, закончится его срок. Да-да. Да, значит, он хочет снова стать президентом Соединенных Штатов, и об этом открыто заявил прямо, как бы он политик достаточно прямой, вот, и старый в хорошем смысле опытный, да. Вот, как ты видишь его стратегию? Его стратегия и вот эта фраза, с которой я начал, Украина в итоге, ну, смысл такой, что в итоге получит все, что она хочет, да, что она просит. То есть все-таки он ставит на то, что физически остановить Россию. Уж что там дальше будет, как пойдет, что там внутри начнется и так далее, этого никто не может. Хотя, может быть, и об этом что-то говорят люди, твои собеседники в Америке. Вот как они видят стратегию поражения и как они видят будущее, что сейчас Россия называется. Понимаешь, так же, как Путин надеется всех пересидеть, демократические политики понимают, что у них у всех ограниченные сроки. И поэтому определенные проблемы хочется передать преемнику, следующему, чтобы она этим разбирались. А некоторые проблемы нужно решать до выборов и как можно скорее.
Мы видим, что, например, со Вьетнамом одна администрация передала Вьетнам другой администрации, каждая пыталась что-то по этому поводу делать. То же самое было с Афганистаном, То помнишь? же самое было с Афганистаном. Да, у нас есть в американской истории примеры вот таких длительных военных конфликтов, когда разные администрации меняются. Но что происходит в Соединенных Штатах сейчас, это как бы в этом смысле новая история, потому что нас шатает из одной крайности в другую, то от полного последования закону и порядку, когда президент наш, случайно его адвокаты нашли бумаги, которые не полагалось ему иметь, и они срочно об этом позвонили в Государственный архив, или человек, который забирает там сотни секретных документов и отказывается признать, что законы имеют к нему какое-то отношение, потому что он был президентом. И вот эти две крайности не говорят о большой последовательности политики. И несмотря на то, что Ходжес настаивает, что большинство политиков разумные, они понимают, что нужно поддерживать Украину для нашей национальной безопасности, мне кажется, что Байден все-таки хотел бы проблему Путина решить в свой первый срок и даже не относить это дальше ни на второй срок, не передавать это кому-то дальше, а просто закончить. Ну, как Джордж Буш-младший решил проблему с Аль-Каидой. Она, конечно, была менее масштабной, но была серьезной, особенно после теракта. Ну, там нужно было, после 11 сентября, нужно было мощное действие, потому что возмущение Америкой было выплеснуть на кого-то, иначе могло бы, ну, и на президента посмотреть. Извините, Джордж Буш, а вы чем занимались? Вы же у нас как бы президент, охранник, держите, как сказать, главнокомандующий, не гарант Конституции, а главнокомандующий, чем вы занимались? А это вина Афганистана. Хорошо, пошли бить Афганистан. Так что тут очень важно, куда этот гнев было направить, и Буш его направил дальше, а его ястребы направили его дальше на Ирак, который не имел никакого отношения к 11 сентября. У нас все время вот проблема, потому что заносит нас в войны, в которых мы, ну, не нужно нам там находиться вообще. Поэтому у людей в Америке большое такое непонимание иногда возникает, почему мы поддерживаем Украину. Они говорят, потому что украинцы белые, это расизм, мы поэтому их поддерживаем. Но может быть потому, что в отличие от Афганистана, который получил 300, по-моему, миллиардов долларов и просто тихо свалил, как бы, да, и не тихо свалил, и с жертвами, с американскими, и как они оттуда эвакуировались, это было страшное дело, да, и как бы все нажитое непосильным трудом свободы американской, которую хотели принести в Афганистан, все тупо осело в этих, значит, у талибов, и все, как бы, да, ну, тут это была очевидно неудача, но Украина это совсем другая история, да, и вот, кстати, я не про белых, это, конечно, левацкие рассуждения, глупые достаточно, вот, но я про другое хотел, связанное вот с этим спросить, вот, с поддержкой Украины. У нас часто и очень любят, но у нас, во-первых, очень любят зраду, ты же знаешь украинские традиции публичной политики и журналистики, когда люди сразу кидаются просто на амбразуру и готовы маму родную Украину на эту амбразуру кинуть при первом шухере, как говорится, да. Но я не оценю сейчас ничьи действия, ну просто. Вот скандал, связанный с закупками для армии Министерством обороны, который продолжается, да, там вот значит, были документы опубликованы, потом министр обороны дал ответ, развернутый на сайте министерства, там на фейсбуке министерства. Это еще продолжается и будет продолжаться какое-то время. А насколько сильно в действительности, как у нас говорят, это вот закупка яиц, грубо говоря, повлияло там насколько сильно этим воспользовались враги Украины, там Путин, Фельдштейр и так далее, или все это нам сдается, там кажется более весомым, чем на самом деле вот влияет на поддержку Украины? Понимаешь, всему есть время и место. С одной стороны, я абсолютно не комментирую украинскую политику, я просто ее не знаю, и это как бы не моя тема, но я просто думаю о том, как плохие новости из Украины выглядят у нас. Мгм. И сейчас, возможно, вот, ну вот как бы на сегодняшний день смотришь, вроде все, ничего, все хорошо, нормально. А потом либо какому-то продюсеру перевели что-то на английский язык, либо выборы приближаются, и нужно грязь найти на, скажем, на Байдена. А вот смотрите, тут какие-то есть вопросы. Из Украины мы знаем, там было много коррупции. Поэтому такие люди, как Такер Карлсон, в какой-то момент вот такие вещи будут использовать. Но, с другой стороны, это демократия. В демократии как бы люди, так сказать, происходят ошибки. С этим проблема же не в том, что происходят ошибки. Ошибки происходят и везде. Вопрос, что происходит после этого. В диктаторском режиме можно сказать, это наш человек, погладить его по головке и сказать, что вот главное, что наш человек, а остальное, ну, это не так важно.
А можно по-другому сказать, знаете, мы будем расследовать, так же, как возвращаясь к тем же секретным документам с Трампом и Байденом. Давайте расследовать, давайте разбираться, что произошло, потому что правосудие, в принципе, покажет. Ну, просто в Украине еще к этому происходит война в этот же момент, что добавляет большого градуса. И поэтому просто надо... Это очень непросто, потому что, с одной стороны, нужно абсолютно поддерживать страну, а с другой стороны, не давать каким-то людям в это время как бы умыкнуть демократию. Но это вопрос, который должны решать люди Украины. Безусловно, это вопрос украинский, и, наверное, вот у нас недавно ИО министра задержали за взятку, да, нехилую такую, 400, ну, подозрения. Суда ж пока не было, но задержали, освободили от должности, да, то есть это все процесс, и я не думаю, что Украина Это хорошо или плохо? Объясни мне, пожалуйста, Айдар. Это не хорошо, это процесс. Но это процесс, слушай, Россия, если про коррупцию говорить, да, Россия покупала целых канцлеров, целых стран, и министров иностранных дел, и глав правительств Франции фактически покупала. И как бы вот уж коррупция, это, мне кажется, там ничуть не меньше, чем там, я не знаю, условно где-то у нас, да, то есть, безусловно, коррупция есть, но ты же сам сказал, что вопрос про реакцию на систему, это с одной стороны, да, то есть коррупция, она все равно будет, ну не могут быть все чиновники честными, и даже большинство, наверное, не может быть честными, да, ну, по крайней мере, в постсоветском пространстве. У нас переходный период, на который наложилась страшная реально война, да, и тут на одной чаше весов вот эти как скандалы, аресты, не аресты, там и так далее, а на другой же чаше весов, вот мне интересно, переводят американским зрителям, CNN или там Fox или кто-то, или другие каналы, вот те спичи, которые говорятся на официальном российском государственном, путинском, лично подчиненном Кремлю телевидении, касательно того, как они в пыль сотрут Америку, вот эти пассажи Медведева, как они там разбомбят Берлин и Вашингтон и так далее, вот эти посылы, вот как бы чтобы уравновешивать медийную картину, да, тут где-то может быть что-то там, кто-то чего-то там арестовали, отстранили и расследование идет, а здесь люди открыто говорят, что они убьют к чертовой бабушке, значит, французов, немцев, там, американцев. Это слышит американское общество, вот то, что россияне говорят, или это вообще не интересует? Так, в общем-то, это обычно интересует специалистов или комиков, потому что, в принципе, то, что заявляет Россия, ну, это же мы же не везем трансляцию сумасшедшего дома, посмотреть, что сегодня они сказали, Слушай, до но того, это как они получили свои государственная лекарства. пропаганда. Это я говорю сейчас не о том, кто что-то. А, слушай, Медведев официальное лицо Российской Федерации, да? Ее говорящий род с чином, да? И такие люди, как Ходжес, за ними следят, потому что Ходжес буквально упомянул последние заявления Медведева и так далее, так что профессионалы, врачи следят за безумными. Но для обычных американцев это не имеет никакого значения, как бы, ну и что? А у нас, извините, цена на яйца поднялась. Я понял, но степень безумия российского правящего класса, степень Это его... не причина для вторжения, понимаешь? Это не причина для вторжения, это не причина для... Я знаю, что сейчас меня это очень вот как-то вот душу греет, то, что в России сейчас поставили ПВО на Лубянке. Но, насколько я знаю, никто не собирается атаковать Останкино. Это как Нет, бы смотри, но это просто здания, на которых они это поставили, говорит о том, и кадры, которые появились, да когда такие вещи делают, да там зачистят весь район. Я знаю, как Путин приезжал, я не знаю, в школы в московские, там весь район зачищали неделю. От всего, что светится, там подходит но к они окну, просто защищают самое святое, Лубянку. Они просто мобилизуют, вот моя версия, может согласишься или нет, но по крайней мере об этом стоит подумать. Они просто говорят, вот это отечественная война, вот, значит, бандеровцы в НАТО готовятся напасть, и они ставят это на крыше. Ну какой смысл ставить на крыше Генштаба или Минобороны, да, вот эту дурищу ПВО? Ее ставят по периметру города, желательно в полях, потому что, ну, это ракеты ПВО летят, они куда-то еще и падают, да, если промахиваются, например, да, и он просто знает, есть коридоры у них, да, вот когда зенитчик, он точно знает, в какой угол он не может заходить, когда он стреляет, вот простреливает, да, и так далее. То есть это, на мой взгляд, чистая демонстрация. Демонстрация для чего? Вот что Путин хочет, на твой взгляд? Ты же все-таки в Москве родился и чуть-чуть вырос. Ты знаешь, я в Москве родился, но мне это больше напоминает, когда я жил в штате Юта, где очень много мормонов и много мормонских церквей, и на вершине каждой мормонской церкви стоит золотая статуя ангела Морона, которая как бы сидит за всем.
И в этом я как-то вижу вот эту систему ПВО, как это наша святыня. Вот как бы вот наше самое дорогое, напоминает нам о всем нашем, то, что у нас здесь происходит, как бы олицетворяет все это. Это, ну как, вот как и этот военный храм там, так и как бы вот такие церкви, так и молятся, такая религия. Как-то все это, мне кажется, это в эту совпадает. А так, то, что Москву, действительно могут быть атаки по Москве, это, с одной стороны, немыслимо, а с другой стороны, я говорил с людьми, которые жили в Москве, которые говорили об этом год назад, как бы, Да, когда нет, началась слушай, война. а что немыслимо, Юр? У нас готовится, и вот он открыто готовится флот дронов дальностью 800 километров. Почему немыслимо? Но, естественно, это будут... Потому что Москва – это другая планета. Ты же был в России, ты же знаешь, до Москвы ничего не далеко. Это где-то там вообще как Луна. Мгм. Санкт-Петербург, Москва и вся Но, остальная да, в страна. том плане, что жители этих городов, особенно в последние годы, напоминают лунатиков. Да, действительно, это Луна. Это очевидная Луна. Вот, но на Луне тоже есть пятна, знаешь, и ничто не вечно. И знаешь, когда немцы бомбили Лондон и считали, что Британия ничем не ответит никогда, и они ходили в своих немецких барах, они ели свои сосиски с капустой, и вообще до какого-то там года не думали, они думали о том, что это как девиз идиота, знаешь, хуже не Но будет. ведь до этого же не было. Ну, В 2014 году не было атак по да в России. том-то и дело, да. В том-то и дело, что это девиз идиота. Я хочу жить вечно, и пока все идет нормально. Вот они так радостно и по жизни идут, да. Но не всегда это заканчивается так, как хочется идиотам, а тем более террористам. Я тебе страшно благодарен за то, что нашел время. Наше с тобой почти час подходит к концу. Я прощаюсь, я дуже вдячний пану Юрію Рашкіну за те, що він робить. Ще раз підписуйтесь на нього, ну і на канал АТФ, звісно. І ми час від часу будемо запрошувати пана Юрія для коментування актуальних подій, які пов'язані з Україною в політиці Сполучених Штатів. Дякую вам усім за увагу. На все добре. Слава Україні! Героям слава.